Я подготовил сегодня такую небольшую шуточку. На двух кураях возможно играть. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исян Месес. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Новогодние праздники уже подошли к концу, но наше новогоднее настроение нас не покидает. Мы продолжаем вас радовать лучшими рецептами и самыми интересными гостями. Сегодня с нами человек-оркестр, победитель 8-го международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар МН-2016» Ильмир Ямалов. Аплодисменты! Хоп, 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 хоп. Салям, салям. Слушай, ну как красиво зашел, прям действительно новогоднее настроение продолжается. Ильмир Ямалов, солист ансамбля тюркской этники и ремесел «Риваят», победитель 8-го международного телевизионного конкурса «Татар МН-2016». Родился 1 марта 1988 года в поселке Мусабай-Завод Тукаевского района Татарстана. Окончил Елабужский колледж культуры и искусств и Казанский университет культуры и искусств по специальности руководитель фольклорного ансамбля. Ныне учится в аспирантуре этого же университета. Еще будучи студентом, начал выступать в фольклорно-этнографическом ансамбле «Сырнай», где проработал до 2016 года. В настоящее время Ильмир – участник татарского фольклорного ансамбля «Риваят», руководителем которого является Руслан Габитов. Но ты знаешь, Руслан, я не только с настроением, но и с подарочком зашел. И для тебя, да. Угадаешь? Давай я посмотрю так. Ну здесь же написано для Руслана Шарафудинова «ВИП Татар Курае». Да, на самом деле, татар Курае, татарлар... Открой, посмотри. Да, конечно. Во время передачи я тебя еще могу научить. Или ты хочешь прямо Эксклюзивный. сейчас же. Да, давай быстренько мастер-класс вот. Мастер-класс. Закрыли все, открыли все. Все просто, да? Очень просто. И дуй. Так, внимание, эксклюзив. Новогоднюю сыграть. Руслан. Все, спасибо. Пока рано, Хватит. по-моему. С меня уже хватит. Спасибо большое за подарок. Я потренируюсь. Я потренируюсь. Гармошку не даришь, да? Раритет. Хорошо, но какой рецепт ты подаришь нашим зрителям? Скажи, что будем готовить? Первое блюдо называется фаршированный рулет от Рузии. Фаршированный рулет от Рузии. Ну, Рузия моя супруга. Мы... Рецепт ее получается. Привет, Рузия, я надеюсь, у нас получится. И салат называется? Салат называется под виноградом. Под виноградом? Да. Мы это увидим. Интригующее название от Рузии под виноградом. Давай будем готовить. Руслан, сейчас наша задача подготовить мясо, фарш. Ты берешь лук. Лук, как Да, я люблю. да. То есть режем лук, да? Если ты Добавляем в фарш. Если ты мне дашь кунадоску, Кунадоску. да, я Кунадоска буду у нас заниматься есть? тестом. И То есть скалку, на тебе пожалуйста, тесто, да? Да, задача моя тесто, потому что Так. лук я не особо люблю, а с тестом я могу потерпеть еще. Подожди, расскажи нашим зрителям, какое тесто ты выбрал, сейчас я дам тебе муку. Слоеное тесто нужно обязательно, потому что... Потому что готовят мужчины. Тесто сделал, времени у нас нет. Да, мы готовим основу для нашего фарша. То есть нам нужен такой большой пласт раскатать. Да, мы делаем большой пласт, туда кладем фарш и дальше... А дальше не торопись. Не торопимся, Сейчас сначала я фарш да. подготовлю. Так, еще один лук у меня остался. Ну и сейчас, Ильмир, Да. расскажи нам, пожалуйста, название поселка твоего интересного. Скажи его сам. Мусабай, завод Тукаевского района. И ты знаешь, спасибо, что спросил, я везде, где я выступаю, где занимаюсь творческой деятельностью, где я не находился, я всегда гордостью говорю «Мин Мусабай Егетедей». Вот так вот, Мусабай Егите. Что за название такое Мусабай завод? По истории есть несколько вариантов, но самый основной, который нам уже утвердили, точнее, Официальная версия озвучь. из моих уст, Муса Исимлебай построил завод. Вот, очень... Поэтому Мусабай завод. Да. Что производил завод? Но есть два варианта. Или готовили кумыр, как будет по-русски? Уголь готовили? Уголь готовили. Ага. И еще было Пишем бурак углю. масляный завод.
На самом деле в этом поселке, мне кажется, готовят таланты для Татарстана. Ты согласен? Кстати, согласен. По поводу талантов, у нас еще есть великолепный артист, актер театра Камала, ведущий телеканала ТНВ Алмаз Гараев. Алмаз Салям. Кстати, он был у нас на кухне, А. неплохо готовил. А он мне рассказывал, не? Это секрет, да? Нужно Секрет. секрет татарской кухни. Да, называть. нужно держать секреты. Так, у меня тесто вроде получается, и теперь в длину мы его должны скатать. Так, а я сейчас пока добавляю лук к фаршу, да? Да, и хорошо нужно замешать, но прежде чем как будешь мешать, нужно обязательно перец, обязательно Посолить, поперчить. анис. Обязательно. анис добавляем Да, еще? немножко нужно анис, он дает такой Каждый специфический. анис любит анис. Ну, когда как. Итак, мы добавляем к фаршу анис. Обязательно. Чуть-чуть или как вот? Пропорции какие? Пропорции на руку, На глаз надо говорить. когда как говорят. Так, Так. соль И сейчас чуть-чуть. соль обязательно. И перчик. обязательно. Ну, продолжаем. Расскажи нам, пожалуйста, кто тебя научил играть так вот красиво, грациозно на гармонии и на других инструментах? Все-таки каждого человека, и, как говорится, человек учится сам, но у него есть каждый... Учитель. Свой учитель. Нам повезло, что в 5 классе, я когда перешел в школе, к нам приехал очень великолепный музыкант, преподаватель Рафик Сабирович Даминов. К сожалению, его уже нет, но я взял свое направление жизни. То есть это он твой учитель, можно сказать? Это он учитель, да. Ему огромное спасибо. После завершения 9 класса я поехал в училище культуры, тогда Елабужское культпроцветное училище, очень знаменитое училище. Там всем преподавателям огромный привет. Там тоже попал к великолепным учителям. Один из них в ансамбле Ильдус Ильсурович Салахов. Его, к сожалению, тоже уже нет. Очень огромное спасибо. И дальше Казань. Не, ну подожди, для Казани. Вот только что ты вот Елабуге передал привет, но мне кажется, да, просто привета им недостаточно. Они ведь учителя твои. Давай музыкальный привет им передадим. Ну, раскалка, тогда перехожу на думбру. Давай. Этот музыкальный инструмент называется думбра. Влюбился с первого взгляда и один из моих любимых инструментов. После духовых, конечно же. Всего 2 струны. Aldım kulga dumbara, gittim urramı bu yana. Aldım kulga dumbara, gittim urramı bu yana. Şuşa oğlunun bir güzelliği kırreminim uyuma. Şuşa oğlunun bir güzelliği kırreminim uyuma. Oy hay hay, hey hey hey. Oy hay hay, hey hey hey. Браво! Молодец, молодец. Руслан, почти тесто готово. Селим фарш очень. Все Так четко. еще никто не мешал. Не мешал мне. Так еще мне никто не мешал. Я рад. Что делаем, рассказывай. Так, дальше нужно положить фарш вот в это тесто, в длину. Так, сейчас мы и- выровняем. Сейчас, Да, секунду. выровняем все это Всё вручную, вручную? очень Ага. даже вручную. Мен де музыкант бұларға сына доверюсь, потому что сенің нейрек можно потоньше сделать. потоньше, да? Хорошо, да. Но Чтобы как Мы сейчас с просадить тобой тесто. с Елабуги уезжаем в Казань. И расскажи, пожалуйста, вообще было ли сразу желание поехать в столицу завоевать? Не было желания? Почему в Елабуге не остался? Есть такое поверье, вот если выезжаешь за свои пределы, за свои территории, такое ощущение, что это другой, ну, что-то иное, что-то другое. И Казань психологически для меня было труднее. Но я сразу с детства поставил такое задачу. Я хочу Казань. Я хочу Казань не брал. Вот так. На самом деле. И келдім институт культуры. Ты мне расскажи, что мы дальше делаем. Дальше нужно обязательно положить яйца в крутую вот так. Руслан, смотри, здесь. Прям целиком? Да, целиком. Но сразу скажу, это секрет моей супруги. Вот так, это оставляем на салат, Руслан. Ага. Спасибо. Смотри, возьми нож. Обязательно нужно просто прорез сделать и посмотреть, желтки нормальные или хорошие, или потому что всякое бывает в жизни. Это подстраховаться. Это секрет моей супруги. Давай, То раскрывай. есть Все, проверяем, какой желток, да? Нет, не так проверять. Руслан, прям А не как? стесняйся, полностью. Полностью? Да. Потом мы это все соединим, не переживай. Все, отлично. Хорошо. Закрываем. Проверяем. Так. Даже можно попробовать. Так, все, супер, отлично. Лучше. Теперь закатываем только фарш. Только Руслан, фарш. Давай да, вместе. единственная просьба, все это, все это быстрее нужно сделать. Если вода
влажность теста будет, она если прилипнет, тесто будет влажное, поэтому да. все это нужно... Всё, ну давай вместе Нет, собираем, не нет? так, Руслан. Сначала фаршем. Слушай, давай я посмотрю, ты начинай пока. Давай. А расскажи, пожалуйста, о преподавателях, которые были с тобой в Институте культуры. Ой, очень сильные преподаватели. Сейчас они уже деканы. Еникеева Алсу Рашидовна. Вот этого человека нужно отметить по-особому, потому что она в то время была завкафедрой нашего отделения. И вот она пригласила свой студенческий ансамбль, назывался Жимакын. Я там проработал 6 лет точно есть. Но параллельно в 2007 я поступил, в 2008 очень мне повезло, попал великолепному человеку, руководителю ансамбля «Сырной» Ринату Абдулазизову. Вот ему огромное спасибо. Ну, многие тебя и помнят, кстати, с этого коллектива. Да. Очень плодотворно мы занимались творческой деятельностью. Ты, кстати, занимайся кулинарной деятельностью тоже. Ну, здесь сейчас я перейду до «Сырна» и расскажу маленький секрет, смотри. Так, опять разрезаем. Что мы делаем? Слушайте, рецепт действительно очень интересный. Для Для того, чего чтобы- эти прорези нужны? Специально связать. Сейчас А, покажу. Да. Все. А я думал, просто рулетик завернем. Юг, Руслан, вот именно. Там рулет завернуть. Готовился ты серьезный программ. Я, на самом деле, экзамен проходил со стороны супруги. Смотри, бери там, Да? накручивай. Вот так вот. Вот так. Только не пари. Слушай, давай попробуем. Да, знаешь, вообще для новичков, как ты, для данного рулета от Рузи, Ага. вот так нужно закрыть с двух сторон для Ага, начала. для начала. Почему закрываем? Потому что она начинает вытекать. Все, понял. Все. И вот такие ленточки Да. делаем. И боковые заворачиваем. Смотри, заворачиваем, положил. С другой стороны. Завернули, положили. Завернули, И это положили. красиво и держит сочность. Слушай, ну прям здесь. Ладно, с тестом. Поговорим обо мне. Поговорим о Сырнае. Расскажи, пожалуйста, как работал в этом коллективе? Очень творческую, насыщенную жизнь вели. Гастролировали не только по России, но по странам СНГ. Ну, есть такие страны, как Финляндия, Казахстан, Китай, Франция, Швейцария. Даже могу что-то забыть. Ну, очень для такого человека аул малайна это было очень-очень шикарно, конечно. На каком инструменте ты там играл? Первый музыкальный инструмент, который Ренат мне вручил, доверился, это был сырнай. В честь названия коллектива. Да. Слушай, ну тогда, раз у тебя есть Сырнай, тогда сыграй, а я закончу. С удовольствием. Нашу импролыну. Браво! Отличный инструмент. Ну, у тебя какой самый любимый инструмент? Есть такой? Да, это все-таки курай и сырнай, скорее всего, Руслан. Потому что, Самый любимый. да, курай, да, можно открыться прямо полностью от души, для души, Так. а нельзя все-таки аккуратнее. Ну, а как же тальянка, гармошка, а? Руслан, знаешь, тальяннар, гармошкалар, это уже көңіл үшін, Для души. Для души. Открываем. Да. Но мы готовим сегодня тоже для души, от души. От души. И отправляем наше первое блюдо. Фаршированный рулет по Рузиядан. Рузиядан рулетинде. Итак, сколько он готовится? Бисмилла деп айтып қояйық. Бисмилла Шенке. деп. Сколько в духовке? Әзірлене 20-25 минут. Ну, уақытына қарап, көпме қызғанықтан 30-30 минут. Это максимум 30 минут. Ну а мы после небольшой паузы продолжим готовить вкусный салат. Мясной рулет от Рузии. Тесто раскатали в прямоугольный пласт. Мелко нарезали лук, смешали с мясным фаршем, посолили, поперчили, добавили семена аниса и тщательно перемешали. Выложили подготовленный фарш на тесто, а сверху в одну линию вареные яйца. Сформировали рулет. Тесто по краям нарезали наискосок на полосы шириной 2 см. Завернули верхний и нижний края теста на фарш. Скручивая каждую полосу, перекрыли начинку крест-накрест. Затем выложили рулет на смазанный маслом противень и отправили в духовку на 30 минут. Незадолго до готовности смазали рулет сливочным маслом. Программа «Секреты татарской кухни» вновь с вами, дорогие телезрители. И сегодня мы готовим вместе с Эльмиром Ямаловым. Алгатова. Человек, который любит готовить, любит жизнь и любит свои инструменты. Да, инструмент это моя слабость, на самом деле. А моя Руслан, слабость — это кухня, ты же знаешь. Шумакура, возьми грудку, сейчас будем делать салат под Да, виноградом. мы делаем салат под виноградом, а первое блюдо у нас фаршированный рулетик уже пока в духовочке. Да. Так, Руслан, единственная просьба. копченая грудка. Только без косточек и без кожуры. говорится, как ты скажешь. Алгатова алманы нужно подготовить. Так, яблочки, да? Да, нужно будет их почистить, дольками отрезать. Руслан, тебе все-таки нужно его хорошенько постараться соломинками желательно. Соломкой режем, да? Да. Так, Без продолжаем алгатова. готовить салат и продолжаем разговор о Эльмире.
Узнали мы, что он С учился в Елабуге, затем приехал в Казань, и тут началось. Сколько вообще инструментов в твоем арсенале? И, если честно, не считал, но как любой творческий человек, развиваемся, учимся, где-то подхватываем, где-то берем. Вот, кстати, вы из подручных средств, вот есть обыкновенно много здесь ложек, Ага. любой. Браво! Да. То есть просто взял и на ложках сыграл. На А вот ложках. что за инструмент? Вот покажи-ка мне, пожалуйста. Вот да. этот? Первый раз его вижу. Вот покажи зрителям, вот переверни. На самом деле это очень древний музыкальный инструмент, но ко мне он попал недавно. Как только начал работать в ансамбле «Риваят» под руководством Руслана Габитова, вот этот инструментом я То есть познакомился. это у тебя новинка? Это у меня старая новинка. Носовая свистулька деген, если не без Носовая беды. свистулька? Да, тут играет от самого названия, все понятно, чем можно играть. Смотри. Я в шоке. Туптама. Нет, ну я все сделал уже. Что мы делаем с мясом сейчас? Обычно ипне мясо ложит просто, и потом сверху майонез. А мы сделаем по-другому, чтобы мясо еще сочнее было. Сначала перемешиваем с майонезом, потом будем класть на Хороший тарелочку. рецепт. Мясо, майонез. Супруга все, если честно. У меня такая хозяйственная супруга, Рузия Минем. Я ей даже песню сочинил. Ну-ка, исполни, пожалуйста. Никто еще здесь своей жене песни не пел. Кустимасын үзләреңә шибәрдә син Рузиям, сине генә мине сагынам. Сиңа гына җырлар язам, сиңа гына хатлар язам, мин шибәре син Рузиям. Вот Бәхетле булыгыз. Бергә яшәгез. это я Будьте вместе всю жизнь. Что мы делаем дальше? Скажи, Дальше его нужно положить в тарелочку. Так, у есть тебя- тарелочка дай, красивая у меня? пожалуйста. Да. И будет она? сначала туда листья все-таки нужно положить. Листья салата? Да. Так, положить. давай. Ой, очень. Я никогда не командовал, если честно. Очень удобно с тобой работать. Да? Листья салата, потом есть выкладывать, да, курица. сначала? Да, очень красиво. Эльмир, ну сейчас я продолжу украшать салат, а ты, пожалуйста, познакомь нас с инструментом, который вот в твоем арсенале еще вот я вижу красивые две Ну, трубочки, но это я Да, знаю, это да, уже я курай. тебе подарил уже сегодня. Чем курай. отличается белый от синего? Ничем не отличается практически, просто я подготовил сегодня такую небольшую шуточку. На 2 кураях возможно играть. Как ты думаешь, возможно или нет? Эксклюзив. Ну, Как и- вот наши зрители думают, интересно. Сейчас но если подумают. человек-оркестр рядом, то 100% возможно, наверное. Вот, и я думаю, сейчас все зрители поймут, что за мелодию я сейчас сыграю. Браво! Если вы угадали эту мелодию, напишите в нашей группе ВКонтакте и получите подарок. Да. Ну, те, которые уже написали, могу сказать, это песня Ахлина, народная песня. Вообще к репертуару отношусь очень серьезно, стараюсь выбрать ретро-авторские песни, народные. Так, смотри, первый слой у нас готов. Первый слой готов, Так, дальше пока отложим. я доделаю сейчас яблоки, пожалуйста. Что мы делаем? Разрез, пожалуйста, пополам или вот без желтка, пожалуйста. То есть Да, желток мы убираем. убираем, да, желток у нас не присутствует в этом салате. Оригинально. Как ты думаешь, почему? Ну, на вкус это очень Вкусовые влияет. качества, скорее всего, да? Да. Ну и в оставшееся время я предлагаю поговорить о конкурсе «Татар МН», который ты выиграл, стал победителем и покорил сердца жюри своим талантом. Расскажи, пожалуйста, как все это происходило? Как говорится, все начинается случайно, потому что и было желание участвовать, не было времени и возможности. Давай, передай, пожалуйста. Так, вилочку вилку. держи. В этом году решил, наконец-то, через свой лень попробовать себя в этом великолепном, грандиозном событии. И получается, не зря. Вообще нужно начать с того, что на самом деле жюри очень тщательно выбирал для каждого конкурса. И каждый отборочный этап было очень огромное испытание. То есть тебе даже вот такому опытному Да, музыканту да. было сложно? Руслан, честно признаюсь, очень сложно. Я даже про себя немножко завидовал тем, которые не прошли дальше, потому что им сразу сказали, у вас на следующий год еще будет возможность прийти, а я сейчас с ностальгией думаю, вот, а я не смогу.
Что ты там делал, расскажи, играл, пел? На Я каких инструментах играл? для этого конкурса подготовил специально, Руслан, поменьше. Потом поменьше. Еще, да? Да, можно поменьше уже. Поменьше. Да. И подготовил специальную композицию на попурри на народных инструментах. Вот на этих же. Виноградларың oldu мен вообще. Так, а виноград у нас получается... у нас же под виноградом. Это Да, последний будет конечно. слой, Это да? последний слой, это самая ответственная часть. Подожди, у нас вот на яблочке идет еще майонез чуть-чуть? Да, сейчас слой майонеза, потом яйцо, потом еще раз слой майонеза. Только не перебарщивай. Эльмир, расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы? Вот сейчас наступил 2017 год, год петуха. Я думаю, этот год принесет всем удачу. Я надеюсь и желаю всем этого. Я предлагаю так, сейчас вот я выложу красивый виноград, последний слой, Да. а ты что-нибудь веселенькое сыграешь там. С удовольствием. Люблю играть, когда другие работают. Следующий музыкальный инструмент будет называться кубас. Такой очень специфический музыкальный инструмент, на самом деле. Не отвлекайся. Все, начинаем. Интригует. Браво, Эльмир, браво. Дорогие телезрители, у нас все готово, и прямо сейчас мы начнем пробовать оба наших блюда. Салат под виноградом. Отварили вкрутую яйца и отделили белок от желтка. Куриную грудку, яблоки и яичный белок нарезали соломкой. Виноград на половинки. Курицу отдельно смешали с майонезом. На блюдо, украшенное листьями салата, выложили слоями курицу, яблоки и яичный белок, смазывая слои майонезом. Сверху украсили половинками винограда. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Эльмир, у нас все готово. Прекрасные ароматы на нашей кухне. Мы начинаем пробовать первое блюдо. Фаршированный рулет От Рузии. от Рузии. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Бисмиллахи-рахмани-рахим. В разрезе он получается очень красивый. И Ну, конечно, можно было вот так вот. можно было бы и получше связать, Руслан. Но. Самое главное ведь это вкусовые качества. Әлбәттә, Руслан. Давай попробуем. Менің har вакыт хатыңа айтып торган бар, Ират все-таки должен быть на работе. Супруга, спасибо, что ты на кухне. Вот я так всегда говорю. Как? Я просто первый Первый раз готовишь? Для первого раза очень даже вкусно. Молодец, Рузия, супер рецепт, спасибо. Ну а сейчас мы попробуем наш салат под виноградом, который называется. Да. Сейчас я Да, тебя обязательно. так положу. Да. Да, мы пробуем салат. Эйда, бисмилlah. Так. Ну тут надо с виноградом обязательно попробовать. Эльмир, салат получился очень изысканным, вкусным, оригинальным. Такого я еще никогда не пробовал. Молодец. Честно, оба блюда на 5 баллов. Ты не только человек-оркестр, ты и человек-повар. Большое тебе спасибо. Эльмир, на этом наше кулинарное шоу подошло к концу. Как бы ты вкусно не готовил и красиво не играл, все-таки придется тебе сказать саубуланс. Большое тебе Руслан, спасибо. прежде чем попрощаемся, большое спасибо, Руслан, вашему коллективу, вашей передаче. Огромное спасибо, секрет татарской кухни, вообще Акурган. Но всю программу я тебе помогал, теперь ты должен мне помочь. Что, сыграть тоже с тобой? Да, для тебя я сегодня подготовил очень оригинальный инструмент, очень трудный, не все могут овладеть. Это же древний инструмент всех татар Бубен! и башкир. Это была программа «Секреты татарской кухни». Еще раз всех с Новым годом, с новым счастьем. Пока-пока, дорогие друзья. Эй!